24 по 28 февраля в Лондоне проходила встреча-диалог между представителями Грузии и Абхазии. В составе абхазской делегации во встрече принимал участие вице-спикер парламента Даур Аржба, гость сегодняшнего вечернего экспресса. Даур, добрый вечер. Добрый вечер. Даур, темой сегодняшней нашей беседы станет встреча в Лондоне между представителями Грузии и Абхазии. Так уже сложилось в нашем обществе, что вот этот формат даже не переговоров, а просто встреч между представителями Грузии и Абхазии всегда покрыт некой завесой тайны. Давай попытаемся нарушить эту плохую, на мой взгляд, традицию. И о чем вы все-таки говорили на этой встрече? Что стало темой, что стало поводом для этой встречи? Начну с того, что никакой особой тайны нет. И организаторам, и участникам этой встречи не выгодно, чтобы это оставалось в тайне, ибо там по идее должны обговариваться идеи, которые впоследствии должны получить свое разрешение, свое практическое разрешение. Темы старые, известные грузино-абхазские отношения в контексте тех изменений, которые сегодня происходят. Мы сразу скажу, что как будто мы договаривались, в течение 3 дней ни один человек не сказал, не поднял тему признания и тему возвращения беженцев. Потому что эти темы поднимать бесполезно. Потому что и они понимают, и мы, естественно, знаем, что эти темы поднимать бесполезно, потому что каждый остается при своих. И поэтому в основном озвучиваются те темы, которые могут получить практическое разрешение. Это темы гуманитарного характера, практические вопросы, так скажем. Вопросы образования. Вопросы, например, я был участником одного раунда женевских процессов, и там как раз ставился вопрос передвижения и возможность получения образования при желании, получить образование в Европе. То есть наши молодые люди... То есть это возможность для обучения наших... Да, наши молодые люди, заканчивая школу здесь, у них есть широкий выбор в России, но есть те, которые хотят после получения высшего образования тоже поехать в Европу, продолжить там, но у них всегда возникают проблемы с выездом, с посещением той или иной страны. И много раз наши граждане получали отказ выезжать, визе шенгенской. Выезжать за пределы нашей страны, дальнее зарубежье, так скажем. Были случаи, когда больных не могли вывозить по такой же причине. И как раз на той встрече в Женеве, где я принимал участие, наш министр иностранных дел сделал очень обширный доклад с конкретными фактами, когда устанавливались запреты на выезд с целью образовательной целью или с целью получения медицинской помощи. Даур, эта позиция Абхазии, то есть мы постоянно об этом говорим, о том, что это нарушение прав и так далее, права на передвижение, она находит вообще какое-то понимание у грузин? Собственно, они инициаторы этой идеи блокировать Абхазию. Как раз мы поднимали вопрос, Грузия, чем больше будет вести себя таким образом, обращаться к международному сообществу, изолировать Абхазию, отзывать или требовать от России отзыва признания, тем больше, скажем так, конфликт будет углубляться, не получать дальнейшего разрешения. От этого будут страдать, во-первых, наши граждане, и мы обязаны будем ставить вопрос, а без Грузии тоже трудно разрешить эти вопросы, поэтому одна из причин целесообразности
возобновления диалога как раз вот приводились вот эти факты. Даур, очень много вопросов возникает с тем, что вот состав абхазской делегации и состав делегации из Грузии были очень разными, да, там в основном чиновники, конфликтологи, специализирующиеся, а состав абхазской делегации оказался достаточно разношерстным. В первый момент даже создалось впечатление, что это какая-то журналистская поездка, так как-то планировалось 3 представителя журналистского сообщества. С чем связано? Ну, ты политик, да? Ну, председатель Центра избиркома никто не может объяснить, допустим, вот, а при чем тогда председатель Центра избиркома, при чем тогда журналисты? То есть какой смысл был в такой разношерстной делегации? Ну, на этот вопрос лучше ответили бы организаторы, наверное, но я исхожу из того, что я думаю, что они исходят из того, что, ну, во-первых, были традиции, да, вот и шлянские традиции, где как раз они пытались подобрать такой состав, чтобы вот наибольший срез общества был представлен в этой группе. То есть, на самом деле, формат предполагает, они выразили свое отношение к тому или иному вопросу, вы выразили отношение. Эти отношения чаще всего кардинально противоположны. Меня интересует, как, на твой взгляд, что это дает, вот такой формат встреч, что это дает Грузии и что это дает Абхазии? Ну, вот в контексте, например, жителей Гальского района. Мы говорили о том, что для Грузии в течение всего этого времени, ну, 20 лет, да, после войны, Грузия рассматривала этих людей как пятую колонну в Абхазии, использовала для своих целей. Конечно, наш интерес состоит в том, чтобы они именно вот такой подход они не практиковали. То есть они являются жителями, если пока к ним не будет доверия, ну, они же хотят, чтобы они жили здесь как обычные нормальные люди. Это может состояться только при доверии, при наличии у остального населения доверия к ним. А чтобы было доверие, они должны отказаться от такой политики. Мы получили какое-то представление о людях, которые сегодня находятся у власти Грузии, то есть те люди, которые имеют какие-то рычаги для принятия решений. Так. Мы также получили, для меня это тоже было важно, вот как у них развивается мышление вот на многие вопросы внутреннего и международного характера, в глобальном аспекте, региональном аспекте относительно роли России, украинских событий и так далее, и так далее. В общем, все вопросы, которые нас здесь интересуют. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, все-таки мы географию не поменяем, Грузия и Россия рядом находятся, поэтому для каких-то горячих вопросов вот, раньше работал механизм четырехсторонней встречи, ее сейчас нету. Вот есть смысл, значит, создать какой-то, может быть, если не тот механизм, но по крайней мере какие-то должны быть коммуникации для того, чтобы реагировать на внезапно возникающие осложнения. Ну да, это связано и с Ингургесом, да, и с проблемами в Гальском районе. И еще что там, ну, конечно, вот хотелось бы, чтобы вот эти вопросы деизоляции Абхазии продвигать. Это, на мой взгляд, самый важный вопрос. Грузины здесь вообще понимают, что это та палка, у которой два конца? Я думаю, что они, вот, даже есть перспектива для того, чтобы вот, продвинуть этот вопрос. Даур, запланирована ли следующая встреча или этот вопрос остался в подвешенном состоянии? Встреча запланирована на июнь месяц этого года. Но перед этим мы должны провести консультации, быть готовыми иметь ответ, будем мы или не будем продолжать. То есть этот вопрос на самом деле еще не решен окончательно. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Доброго всем вечера.